Для Тамары Джакаевой 27 января – особенный день. Ее отцу Магомеду Асхабову, сотруднику внутренних дел и родному дяде, пришлось вместе со всеми жителями Ленинграда пережить блокаду. Страшный голод, холод и постоянные обстрелы. Это была самая продолжительная и жестокая осада города за всю историю человечества. Он был призван, и, в общем, так получилось, что он попал в Ленинград, и там остался в этом Ленинграде, когда блокада его там застала. Вот. И страшные условия, которые он пережил, это вообще невозможно рассказывать. Начиная от листьев, которые они ели. К уроку мужества подготовились и школьники. Они знают, что северную столицу в самые тяжелые годы защищали и чеченцы. Сегодня известны имена 120 уроженцев республики. Фашисты говорили, что Москва – это сердце России, а Ленинград – ее душа. Как человек не может жить без души, так и страна потеряет свой боевой дух, когда лишится Ленинграда. Но фашисты глубоко просчитались. Все жители мужественно обороняли свой город. Поиск данных о защитниках Ленинграда продолжается и сегодня. В Серноводском к этой работе подключились и местные школьники. Они изучают архивные материалы и ищут родственников героев войны. Сейчас нам удалось выйти на город Подольск. Через сайт, через родственников мы вышли на этот архив в городе Подольске, архив Министерства обороны. И мы получили некоторую информацию о представителях нашего народа, о чеченцах, русских, которые проживали на территории ЧССР, которые отдали свои жизни. Некоторые из них считаются без вести пропавшими. Здесь же состоялась выставка картин «Бессмертный город Ленинград». В своих работах школьники изобразили трагичную и великую страницу истории страны, унесшую более 2 миллионов человеческих жизней. За лучший рисунок участникам вручили грамоты. Завершился открытый урок исполнением патриотической песни. Луиза Батыжева, Халажи Мунаев, Дауд Куруев. Новости.